Добрый день, уважаемые слушатели! Отделение Банка России по Республике Коми совместно с Коми Республиканским институтом развития образования продолжает курс лекций, посвященных повышению финансовой грамотности населения в рамках повышения квалификации педагогических работников. Сегодня вашему вниманию будет предложена тема «Финансовое мошенничество. Защити себя и свою семью». От имени отделения Национального банка эту тему вам представит Степанова Елена Ивановна, ведущий юрисконсульт юридического отдела. Если у вас будут вопросы, вы можете их задавать нам непосредственно на телефон 28 2014. Спасибо за внимание. Желаю вам приятного обучения. Добрый день. Как сказала Ирина Михайловна, тема нашей сегодняшней лекции – финансовое мошенничество. Защитите себя и свою семью. Давайте начнем. Как распознать мошенника и что все-таки делать, если вас обманули? Мошенники выманивают у нас деньги с помощью звонков и СМС, а также в социальных сетях и в офисах. Какие виды мошенничества бывают? Основные 4 блока мошенничества сейчас представлены на слайде, и я вам о них кратенько расскажу. Это самый, мне кажется, в настоящее время популярный вид мошенничества – это с банковскими картами, потому что банковские карты в настоящее время получили очень большое распространение. Также имеет место быть кибермошенничество, мошенничество на финансовых рынках и всем знакомые финансовые пирамиды. Что касается мошенничества с банковскими картами, что прежде всего, какая информация нужна мошенникам от вас? Им очень важно знать, конечно, имя владельца карты, номер карты, срок действия карты. Эта информация у вас находится на лицевой стороне карты. На обороте карты для мошенников нужно, особенно для осуществления перевода в интернете, это номер CVS или номер CVC, который состоит из 3 цифр. Как и где могут украсть ваши деньги мошенники? Прежде всего в банкомате. Сейчас у нас мошенники научились ставить и скиммер, и видеокамеру. Что такое видеокамера, все знаете, а скиммер – это такое считывающее устройство, которое ставится на банкомат, чтобы считать информацию, которую вы вводите, когда пользуетесь вашей картой. В кафе или в магазине сотрудник-злоумышленник может также сфотографировать вашу карту. Как не попасться на уловки мошенников? Прежде всего, перед тем, как вы начнете пользоваться банкоматом, внимательно его осмотрите. На банкомате не должно быть посторонних предметов. Если вас что-то смущает, то лучше воспользоваться другим банкоматом. Набирая пин-код, всегда прикрывайте клавиатуру рукой. Обязательно подключите мобильный банк или СМС-уведомления. Никогда, ни при каких обстоятельствах никому не сообщайте секретный код из СМС и не теряйте свою карту из вида. Если все-таки произошло неприятное обстоятельство, когда с вашей карты списали деньги, что вам делать прежде всего? Обязательно позвоните в банк и заблокируйте карту. Для этого просто заранее в свою телефонную книгу внесите номер телефона банка. Номер телефона всегда указывается на вашей карте. Запросите выписку по счету или напишите заявление о несогласии с проведенной операцией и обратитесь в полицию. Кибермошенничество. Каким оно бывает? Кибермошенничество – это СМС или письмо якобы от банка со ссылкой или с просьбой перезвонить. СМС об ошибочном зачислении средств с просьбой подтвердить покупку. Звонок якобы от имени банка, где вас просят сообщить личные данные. СМС от имени родственников, которые попали в беду и просят перевести деньги на неизвестный счет.
Как не стать жертвой мошенников? Всегда проверяйте информацию. Никогда не переходите по неизвестным ссылкам и не перезванивайте по сомнительным номерам. Если вам сообщают, что что-то случилось с вашими родственниками, срочно свяжитесь с ними напрямую. Никогда не храните данные карт на компьютере или на вашем смартфоне. Никому не сообщайте личные данные, пароли и коды. Обязательно установите антивирус на компьютер и себе и своим родственникам. Объясните эти простые правила своим пожилым родственникам и подросткам. Финансовые пирамиды как вид мошенничества. Они могут маскироваться под микрофинансовые организации, инвестиционные предприятия, раздолжнителей, которые предлагают вам избавиться от кредита, онлайн-казино. Цель всех этих финансовых пирамид – присвоить чужие деньги. Прежде чем выбирать финансовую компанию, обязательно проверьте наличие лицензии Банка России. Сверьте с справочником по кредитным организациям и справочником участникам финансового рынка на сайте Банка России cbr.ru. Если вы вложились в финансовую пирамиду и прогорели, что же вам делать? Прежде всего, составьте претензию с требованием вернуть деньги. Если деньги не возвращают, обратитесь в полицию. Действуйте не один, а сообща. Найдите других жертв мошенников. Мошенничество на финансовых рынках. Как обманывают на рынке Форекс. Недобросовестные форекс-дилеры посулят вам доход, но прибыль вы не получите и потеряете вложения. Не стоит связываться с бинарными опционами, вы просто потеряете деньги. Не попадайтесь в сети мошенников. Проверьте лицензию форекс-дилера, с которым вы собираетесь работать. Компания должна быть зарегистрирована в России, а не в офшорных зонах. Лучше всего не рискуйте и попробуйте начать путь инвестора на бирже. Если вы стали жертвой мошенничества на финансовых рынках, соберите документы, которые у вас есть, чтобы обратиться в полицию. Также вы можете сообщить в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, также на сайте cbr.ru. Так подведем итоги. Что делать, чтобы не попасться в руки мошенников? Во-первых, никогда не принимайте поспешных решений. Всегда проверьте информацию. Никому не сообщайте данные своей карты. Не вкладывайте деньги в сомнительные предприятия с якобы высокой доходностью. Если вас обманули, не тяните, обращайтесь в полицию. Если у вас остались вопросы, а также дополнительную информацию, вы можете узнать на официальном сайте Банка России Финкульт.Инфо. Спасибо.